Владикавказских детских садах к концу этого года появится 250 дополнительных мест. Об этом рассказал градоначальник Сергей Дзантиев. Сегодня он проинспектировал новые строящиеся объекты дополнительного образования вместе с заместителем председателя правительства Рустемом Келихсаевым. Делегация посетила ранее законсервированное здание бывшей 9-й школы в поселке Редант. Часть школы теперь будет использоваться под детский сад. Здесь к концу года появится 2 группы, по 30 дошколят в каждой. Проект по развитию детских садов проходит в рамках реализации федеральной программы модернизации дошкольного образования. Кроме того, в новом году запланировано открытие самой школы. Обучаться там будут 200 детей. На сегодняшний день, в этом году, в 2014 году, мы должны дополнительно создать в республике 3685 мест. Из них путем капитального строительства это 1050 мест. Мы знаем, что в городе Владикавказ строится 3 детских садика. Один дополнительный садик строится в Моздокском районе, селение Кизляр. И вот то, что мы сейчас увидели, проехав 4 садика в городе Владикавказ, это так называемые дополнительные места в детские сады. Путем реконструкции мы создаем дополнительные места, и мы видим, что сегодня работа в городе Владикавказ ведется активнейшим образом. Северная Осетия стала триумфатором всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки-2014». В нем принимали участие одаренные дети работников Федеральной службы судебных приставов и иных государственных структур страны. Итоги заключительного этапа оценивало компетентное жюри под председательством народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. Нашу республику представляло трио братьев Мицаевых. В номинации «Исполнительское мастерство» ребятам присудили 1-е место. Добавим, что с каждым годом желающих принять участие в конкурсе талантов становится все больше. На местном уровне в этом году у нас было как никогда очень много номеров, 36 номеров. То есть это говорит о том, что постепенно конкурс набирает обороты, конкурс становится у нас в республике очень популярным. И мы непосредственно в Москву на нашем уровне выбрали 3 победителей, которые поехали у нас в Орленок. Москва их одобрила, и мы их отправили в Орленок. А уже непосредственно в самом Орленке остановилась московская комиссия, остановилась непосредственно на братьях Мицаевых, которые представляли нашу республику на 4-м этапе.